Очень важно иметь такую площадку для того, чтобы молодежь могла высказать свои пожелания. В столице Ингушетии прошла республиканская экономическая конференция. Об итогах встречи бизнес-сообществ расскажем в выпуске. Термометры будут опускаться до минус 15 градусов мороза. Зима вступила в законные права. Прогноз погоды от нашего корреспондента. В канализационных люках строителями были оставлены такие строительные материалы, как из песчано-гравийных смесей. Придать огласке. Сотрудники НТРК выехали по видеообращениям жителей. За мужество и храбрость, проявленные в этих боях, был награжден медалью за отвагу. Вечная память герою. О боевых подвигах ветерана Умара Балкоева вспоминали в Краеведческом музее. Пресс. Большой талант требует большого трудолюбия. Олицетворением этих слов можно назвать механика Рааса Лашаклаева. Расскажем об этом уникальном человеке. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. В Магасе прошла республиканская экономическая конференция под названием «Экономика Республики Ингушетия. Успехи, проблемы и дальнейшее развитие». Для участников открыли 3 рабочих секции. На каждой обсуждались методы развития и стимулирования экономики региона. Мероприятие открыл глава Ингушетии. Репортаж Марии Мистоевой. Экономика Ингушетии, успехи, проблемы и дальнейшее развитие. Эта тема в рамках первой республиканской экономической конференции объединила больше сотни активистов, которые так или иначе имеют отношение к бизнесу. Глава региона отмечает, в этом году необходимо еще больше оптимизировать работу в развитии экономики республики, а специалисты в различных сферах деятельности, по мнению Юнузбека Евкурова, должны выезжать в другие регионы, чтобы о них знали и за пределами республики. Участвовать в международных конференциях, повышать свою квалификацию. Кроме того, на базе различных предприятий необходимо переквалифицировать молодых специалистов востребованных профессий. Юнузбек Евкуров ставит задачи перед участниками конференции. Какие меры еще необходимо предпринять, чтобы поднять экономическую планку региона? Ну и, конечно, было бы как предложение все-таки сделать не на фоне конференции закончилась, забылась, а на этой конференции принять решение, чтобы выделять, замечать тех, кто работает уже со всей продукцией, со всеми планами, со всем ростом и перспективой. Выделять тех, кто может дальше это все делать. В том числе и очень важна сегодня интеграция, чтобы из 1, 3, 4, 5 там, ИП сделать уже малое и среднее предпринимательство, объединив. А из нескольких там малых предприятий сделать более крупное, объединив. Это сегодня легко можно сделать, надо просто садиться и договариваться. А в том числе кооперация с соседними регионами. В том числе, мы уже говорили здесь, и на уровне полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу, на уровне министра по делам Северного Кавказа, что такие проекты, они могут быть поддержаны, особенно на молодежном форуме МУШУК об этом говорилось тоже. Вот эти молодежные межинтеграционные, межрегиональные проекты, они могут быть поддержаны в первую очередь теми, кто распределяет средства на молодежных форумах тоже. Там уже процесс если начался, об этом подумайте и вот это предложение. И, конечно, сделать хорошую базу данных, перспективных проектов и форму их сопровождения. Как это все должно быть. Главная цель конференции – найти пути решения проблем развития экономики региона. В конструктивный диалог окунулись представители всех региональных институтов поддержки бизнеса. Умлат Таршхоев отмечает, важно услышать идеи и предложения молодежи и представителей бизнес-сообщества. В этом году в Минэко намерены ставить акцент и на другие не менее важные направления. Мы будем работать по 2 направлениям. Первое – это облегчение доступа нашего бизнеса к кредитным ресурсам, снижение стоимости этих кредитных ресурсов
Второй вопрос – это снижение стоимости энергоресурсов, то есть электричество, газ. Мы активно будем работать в этом году над этими вопросами, потому что для любого предпринимателя в первую очередь важна именно стоимость энергоресурсов. Потому что, например, те же теплицы, тепличный бизнес, вот конечный продукт, себестоимость конечного продукта почти до 70% доходит составляющая это энергоресурсы. Поэтому чем больше мы сможем снизить стоимость энергоресурсов, тем мы больше сможем снизить вот той продукции, к примеру, тепличной. Механизмы стимулирования развития экономики и примеры реализованных проектов, малое и среднее предпринимательство, инвестиции и проблемы модернизации экономики, а также инновационная деятельность и меры развития экономики. Пути решения озвученных проблем участники ищут сразу на 3 площадках. Спикеры подробно раскрывают тему, говоря о проблемах и, конечно же, отмечая наиболее легкий путь их решения. В Ингушетии нет проблем, в Ингушетии есть вызовы. И сегодня на этой площадке молодые, люди с опытом, пожилые собрались, чтобы обдумать, какие вызовы мы принимаем и каким образом мы на них отвечаем. Хотел бы донести до нашей молодежи, что не надо ждать, пока создадут для вас рабочие места, а нужно самим создавать для себя рабочие места, для своего окружения. Если с такими амбициями и с таким темпераментом, который есть у нашего народа, и он генетически у него заложен, мы сможем активизироваться в вопросах экономики, социального развития, образования, мы будем иметь очень серьезный положительный эффект. Если говорить о проблемах, с которыми чаще всего предприниматели сталкиваются в своей работе, это постоянные проверки, бесконечные отчеты и целые стопки справок. Конечно, вывести бизнес на новый уровень в регионе очень сложно, без поддержки федерального центра, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей республики. За последние годы, именно за кризисные явления, бизнес испытывает трудности, проблемы. Мне кажется, уже в этом году вот значительно полегче пойдет, и на подъем это должно пойти. Я судя, выросла покупательная способность людей, продажи выросли машин в стране. Вот, и это показатель того, что у людей появилось чуть больше денег, чем, скажем, в 2016 году. Идея проведения конференции, а точнее участия в нем молодых специалистов, принадлежит молодежному правительству региона. Здесь, уверены, молодежь, может, и не знает многого, но заинтересована в создании лучшего будущего, как для себя, так и для будущих поколений. Молодежь у нас является, собственно, самой целевой аудиторией, для которой создаются все лучшие условия, то есть непосредственно будущее и молодежь – это, можно сказать, синонимы. Поэтому очень важно иметь такую площадку для того, чтобы молодежь могла высказать свои пожелания, могла обратить внимание руководства региона на то, что мы хотим видеть в своем будущем, то есть те условия, в которых мы нуждаемся, донести свою позицию. То есть, это прекрасная площадка в этом плане именно для молодежи. Слушают опытных экономистов и предпринимателей не только студенты, а молодые люди, которым не безразлична судьба региона. О экономической конференции я узнал от друзей, и мне стало интересно, что же там будет и о чем будет говориться. Так как в мире происходят очень глобальные экономические изменения, там на Россию давят санкции и так далее, и экономическое состояние республики, и это очень важно, и важно говорить об этом с молодежью и для дальнейшего выправления экономики и для увеличения стабильности в экономическом плане республики. О новом центре поддержки предпринимательства, который совсем недавно открыли в республике, рассказал Микаил Тимурзиев. В ведомство могут обращаться не только начинающие бизнесмены, но и те, кто ведет свое дело уже не первый год. Здесь помогут определиться с направлением, с чего стоит начать свой бизнес. Были привлечены специалисты из федеральных центров, из Москвы, из Нижнего Новгорода, из Ставрополя, и эти эксперты, которые у нас читали свои лекции, делились своим опытом, отмечали, что у наших предпринимателей есть возможность развиваться, есть потенциал. Молодые предприниматели считают, что проблем для них в Ингушетии нет. Они воспринимаются ими как вызов. И только консолидация, объединение и неравнодушие к своей родине позволяют в быстрых темпах развиваться региону. А самое главное – взаимодействие и общение. А о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели на старте своей деятельности, рассказал кандидат экономических наук Барах Чемурзиев. Если мы сейчас выйдем на улицы Магаса даже и обойдем 5 точек, то мы в лучшем случае в одной точке найдем кассовый аппарат.
О картридере я вообще не говорю даже, если они эти картридеры. Поэтому власть, вот мне непонятна позиция власти. Получается, что те предприниматели, которые работают белую, платят налоги, зарегистрированы как положено, они находятся в более тяжелых условиях, потому что те предприниматели, которые этого не делают, у них есть конкурентное преимущество. Они государству ничего не платят, многие даже не регистрируются. Проблемы, озвученные предпринимателями на конференции, решаемы. Нужно только поинтересоваться, как действовать в той или иной ситуации. А в Минэко-регионах готовы идти навстречу начинающим бизнесменам. И самое главное, проведение таких конференций и встреч станет теперь регулярным. Мария Мистоева, Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров поздравил с 50-летним юбилеем депутата Народного собрания Ингушетии Ахмеда Катиева. Бывший министр по физической культуре и спорту республики и на новом месте продолжает развивать спортивное направление. В поздравительном слове руководитель региона отметил, что Ахмед Катиев ковал спортивную славу Ингушетию за границей. Становился чемпионом мира по боксу в то время, когда о профессиональном боксе в республике мало кто знал. А в бытность Катиева министром в субъекте были открыты крупные спортивные объекты. Дворец спорта, ледовая арена, ФОКи, реализованы масштабные проекты. В свою очередь депутат парламента подчеркнул, что благодаря целенаправленному развитию спортивной инфраструктуры удалось добиться главного. Процент жителей республики, занимающихся физической культурой и спортом, увеличился в 5 раз. В свое время еще никому не было известно, что такое профессиональный бокс, а ты уже прославлял республику. В последующем в министерстве поработал хорошо, и сегодня в депутатском корпусе это же направление ведешь и работаешь. Для тебя это тоже история, что именно в твою бытность самые ключевые спортивные объекты построили. Сегодня Алхазуру Дауду сложнее, да, он тоже, при нем тоже мы открываем ряд спортивных объектов, но масштабных проектов, конечно, он сейчас должен попытаться догнать министра в этих проектах. Сегодня, благодаря и Юнусбеку Молдыревичу, мы смогли построить прекрасный дворец спорта, тот же Ледовый дворец. И мы там использовали все свои возможности и с 3% подняли до 15% процент занимающихся физической культурой и спортом. И думаю, сейчас Алхазуров тоже будет уже еще больше поднимать этот процент. У нас и сейчас в данный момент строится ФОКи, мы сейчас сдаем Ледовый дворец в Магасе, не мы уже, но руководство Минспорта. В Сагапшах физкультурно-оздоровительный комплекс. То есть идет строительство, развитие. То есть такого скачка никогда не было. Если со дня образования республики мы посмотрим, то, что вот делается за последние 8-9 лет, это прогресс такой, что... Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к нашим ребятам, к нашей молодежи, чтобы они усердно занимались. То есть сегодня есть телевидение, есть реклама, мы все видим. Если в мою бытность, я там, когда еще выступал, люди еще до конца не осознавали, что такое профессиональный спорт, что такое вообще спорт, то сегодня уже все это есть. Мы проводим те турниры, которые в свое время я ездил, проводил в Германии для того, чтобы себя как-то показать, чтобы себя проявить, чтобы продвинуться в профессиональном спорте. Такие же бои, турниры сегодня проводят у нас в республике по профессиональному боксу, по ММА. То есть это есть возможность для нашей молодежи, чтобы они себя показали, проявили, стали популярными, известными, богатыми. То есть все возможности есть. Теперь все зависит от них. Если наши старшие братья могли еще ссылаться на то, что у них возможностей не было, то сегодня уже, извините, надо заниматься и прославляться на всю страну, на весь мир. То холодно, то жарко. Погодные условия во всем мире преподносят неожиданные сюрпризы. Ученые уже назвали капризы природы нервным климатом. В Ингушетии же зима началась относительно тепло, а снег выпал только на новогодних выходных. Что ожидать от погоды в ближайшее время, узнавала Залина Магушкова. Вчера около 300 легковых и грузовых автомобилей скопилось на военной грузинской дороге. Из-за метели пришлось перекрыть движение. В Ставрополе из-за сильных сугробов также на несколько часов было парализовано движение по федеральной трассе. На Кавказе объявлена лавинная опасность. Есть риск оказаться под снегом. В горах Хакасии спасателям чудом удалось спасти группу туристов. 2 погибли. Начало зимы в Центральной России хоть и выдалось аномально теплым, примерно
примерно на 5 градусов выше нормы, но с началом Нового года метель прошлась со всей силой по нескольким регионам. Циклон на Сахалине принес 3-дневный снегопад с сильным ветром. В Норильске пурга, сбивающая с ног. Также сильный снег под Смоленском и в Кирове. Мы попали в снежный плен, не можем до дороги доехать. Последнюю неделю из разных уголков мира приходят неутешающие новости о погоде. К примеру, в Северной Каролине льдом сковало аллигаторов. В Манхэттене коллапс в аэропорту. Отменены и задержаны сотни рейсов. Целый день шел снег в Марокко. Снегом накрыло даже пески Сахары. Ученые назвали капризы природы нервным климатом. Впрочем, в Ингушетии на сегодня погода относительно спокойная. С началом зимы в Ингушетии как таковых сильных морозов не было. Синоптики отмечают, ингушская зима вполне обычная. Как правило, абсолютный минимум температуры в январе составляет 31 градус. Ингушский центр по гидрометеорологии с вероятностью до 98% прогнозирует погоду на 3 дня. Точность прогноза на неделю уже с меньшей вероятностью от 50 до 78%. Так, по прогнозу центра, на ближайшие дни намечается небольшой снег и переменная облачность. Термометры будут опускаться до минус 15 градусов мороза. Последующие дни температура немного повысится на 1-2 градуса. У нас традиционно в Сунжинском районе 3 градуса выше, чем на остальной территории республики. В горной части на уровне 1500 метров по системе Балтийского отчета у нас над уровнем моря лавина опасна. Снег у нас выпадает до конца апреля. За последнее время в республике наблюдалось 2 гидрологических катаклизма, и они приходились не на зиму. Так, в прошлом году случился летний паводок в Икажево и сильный град в конце мая. Жители республики снега ждали под Новый год, а он выпал в январе. По мнению синоптиков, это нормально. По многолетним показателям, начиная с 6 января и до 29 января у нас самый холодный период зимний. Эти дни на этот период проходится самый минимум температурного режима, а дальше температура обычно повышается. В Главном управлении МЧС России по Ингушетии на завтра прогнозируют гололедицу, а в связи с этим и вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий. В случае заторов на федеральной трассе будут работать несколько стационарных пунктов обогрева для водителей, один из которых размещен в пожарно-спасательной части номер 3 в Сунже. В случае вероятности возникновения существует ДТП, происшествий ЧС, к реагированию от территориальной подсистемы Единой государственной системы по предотвращению и ликвидации ЧС природно-техногенного характера Ингушетии на дежурстве находится 568 человек, 166 нефтяники. В том числе от Главного управления МЧС 94 человека, 26 нефтяники в постоянной готовности. Также есть резерв сил, взаимодействие организовано, реагируем. Теплая шапка и перчатки – лучшее решение для зимы по-ингушски, а вот при сильных морозах и метели спасатели призывают оставаться дома и не выходить на улицу, пока погода не успокоится. Так удастся предотвратить несчастные случаи. Залина Могушкова, Мэрбек Миржоев, Новости 24. А сейчас рассмотрим несколько видеообращений жителей республики. На этот раз под наблюдением информационной службы национального телевидения оказалась Назрань. Совсем неприглядную картину и неприятный запах приходится терпеть жителям сразу нескольких улиц города, где текут настоящие канализационные реки. Такой же потоп был обнаружен и на улицах Насыркорта. Вот только здесь уже несколько месяцев из-за прорыва труб по улицам текла чистая вода, которая, замерзая, покрывала дороги ледяной коркой. Репортаж Жаридат Халухоевой. Канализация, хочу вашу куботмах бас, городской канализации. Аула, кирдент, вопросы обращаться к этой организации, улицмен аулатер. Этот видеоматериал поступил к нам 2 дня назад. Мы решили проверить, насколько все плачевно. Как оказалось, канализационные люки здесь наполнены не только на улице Низами. Такая картина наблюдается и на соседних улицах. Улица Халчаквалти, Дамашкой улицы по
По словам жителей, потоп начинается утром и вечером, когда все жители дома и необходимость в воде больше. Вытекаемые из люка нечистоты заполняют всю улицу, оставляя при этом неприятный запах. Работники местной администрации уверяют, что этот вопрос уже стоит у них на контроле и дают свое объяснение сложившейся ситуации. Во время строительства данного коллектора канализационных люков строителями были оставлены такие строительные материалы, как из песчано-гравийных смесей. То есть, когда выравнивали верхнее полотно дорожного движения улиц, туда, видимо, были высыпаны такой рода материал. Это природный материал, ПГС называется. Местных жителей, по всей видимости, такой расклад не утешает. Канализация дальше продолжает стекать по улицам Толстого и Низами. Ну а следующий материал нам прислали жители Насыркорта. Здесь наблюдается не менее удручающая картина. Вот так вода течет по переулку Дидигова. Все попытки обратить внимание местных властей на проблему не дают результатов. Сейчас из-за холодов лужа покрылась слоем льда. Но такому своеобразному катку здесь радуются только местные дети, у которых появилась своя площадка для игр. Наше внимание привлекла еще одна проблема. Здесь, рядом, на улице Бекова, тоже прорвало трубу, из-за чего образовался вот такой ручей. И если вопрос с обледеневшими лужами еще предстоит решить, то проблема с трубопроводом обещает быть недолгой. Работники местной администрации с водоканалом приехали на место аварии с необходимой техникой для ликвидации прорыва. По Гайрбек Хаджи и по Насыркорской и но с утра в аварийном порядке Бог бежит туда. Остается только надеяться, что живительная влага будет расходоваться только по назначению, а не растекаться по дорогам. Шарадат Халухоева, Мербек Межоев, Новости 24. Сегодня день образования Следственного комитета России. Именно 15 января 7 лет назад в силу вступил федеральный закон об этом органе. На сегодняшний день Следственный комитет страны не входит в структуру ни одного из органов госвласти. Он осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Следователь – это мозг следственно-оперативной группы, направляющие и координирующие действия других сотрудников. Рабочий день в Следственном комитете ненормированный. Каждый сотрудник должен быть готов к выезду на место происшествия в любое время суток. Сегодня на вооружении следователей есть все. И современные лаборатории, которые проведут практически любую экспертизу, и компьютерные базы данных, и все необходимые полномочия. Но, как и много лет назад, успех расследования во многом зависит от человека, который его возглавляет, от следователя. Библиотека мемориального комплекса жертвам репрессий пополнилась книгами издательства «Возвращение». Коллекция передана в дар Государственным музеем истории ГУЛАГа, сотрудники которого с начала января проводят съемки интервью с жителями Ингушетии, пережившими депортацию 1944 года. Это книги, в которых представлены воспоминания людей о тюрьмах и ссылки, а также рассказы, повести, стихи и письма узников ГУЛАГа. В дальнейшем сотрудники мемориального комплекса планируют подробнее познакомить со всеми изданиями посетителей музея. Следует отметить, что «Возвращение» – это единственный издательский дом России, специализированный именно по тематике репрессий тоталитарного режима. Хотелось бы поблагодарить наших коллег из музея ГУЛАГа за предоставленную нам коллекцию безвозмездно. Также все книги будут оцифрованы и доступны для чтения на сайте мемориального комплекса жертвам репрессий. Участник сражений Великой Отечественной войны Умар Балкоев, наводчик противотанкового орудия, освобождал Украину, Болгарию, Румынию, Венгрию, Югославию и Польшу. О человеке с величайшей судьбой, отличившемся и на фронте, и на гражданке, рассказывали посетителям Краеведческого музея имени Тугана Мальсагова. Боевой путь Умара Балкоева иллюстрировали письмами, историческими справками и вырезками из газет. Репортаж Залины Магушковой.
Умар Сельмурзиевич Балкоев родился в селе Гадаборшево. На военную службу его призвали в 1939 году. Войну Умар встретил в Польше. Первый бой принял на станции Рудни, также оборонял станции Канатон и Бахмач. В 1942 году его военчасть перебросили в Сталинград, в Кругловский район. После его освобождения Умара направили в Воронеж в составе 134-го дивизиона, который затем перешел в наступление в Курскую область для освобождения района Старый Оскол. За мужество и храбрость, проявленные в этих боях, был награжден медалью за отвагу. Вторую медаль за отвагу он получил за участие в боях на Харьковском направлении, где его батарея подбила 3 немецких танка и отбила атаку немцев. Это было село Титов. Умар был перенаправлен туда после освобождения города Усман, где он получил ранение и 1,5 месяца провел в Санбате. После лечения продолжил военную службу в составе 627-го противотанкового артиллерийского казачьего полка. В нем проходил службу с 43 по 45 годы. Наступление 1944-го позволило Красной армии перейти к освобождению от немецких оккупантов ряда стран Европы. Умар Балкоев принимал участие в боях за освобождение Польши, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии и Австрии. Свою 3-ю медаль за отвагу он получил накануне Дня Победы за участие в боях на Карпатах. Умар Сельмурзиевич был отмечен многими благодарностями, а также другими боевыми наградами, в том числе медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за взятие Будапешта, за орденом Отечественной войны 2-й степени. Из воспоминаний Умара Балкоева, который делился с родными о военном времени, известно, что самым тяжелым для него стал бой за город Будапешт. В Румынии он участвовал в освобождении городов Роман и Нефтехазе. Победа застала Умара в Австрии. За проявленное мужество ему присуждено звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся домой, активно занимался трудом и воспитал 8 детей. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости 24. С сегодняшнего дня Национальная библиотека имени Джамалдина Индиева запустила конкурс детских сочинений «Если бы я был президентом». Цель – содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала у школьников и формирование у них активной гражданской позиции. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 5-11 классов. Объем одной работы не должен превышать 4 листов. Автор сам выбирает жанр сочинения. К каждой работе прилагаются сведения об имени, классе и образовательном учреждении школьника. Конкурс пройдет в 2 этапа. Первый продлится до 10 марта, а в рамках второго 15 марта будут подведены итоги конкурса. Церемония награждения победителей пройдет в Национальной библиотеке. Работы следует представить на электронную почту библиотеки с пометкой «Если бы я был президентом». Ингушетия в 2018 году получит 80 миллионов рублей на создание детских технопарков «Кванториум». Главный технопарк появится в Назрани, а его филиалы откроются в нескольких школах республики. Это стало возможным благодаря выигранному регионам конкурсу Минобра России. Как сообщили в министерстве, в ближайшее время будет разработан поэтапный план расходования федеральных средств, пройдет обучение педагогов. Технопарки «Кванториум» – площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей», утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Хороший способ изготовления строительного кирпича у себя дома знает житель Троицкого. У Рааса Дашаклаева 2 станка, которые он сам собрал и успешно применяет на деле. Построив с их помощью себе дом, он теперь производит кирпич для знакомых и друзей. И это не единственное изобретение Рааса. Он рассчитывает, что и остальным его творениям найдется применение. Репортаж Заремы Евлоевой. Талантливый человек талантлив во многом. Ингушский инженер Раас Дашлакаев в свои неполные 70 лет успел попробовать свои знания и фантазию в абсолютно разных направлениях. К примеру, если нужны кирпичи, он с легкостью создаст машину, благодаря которой стройматериал выходит гораздо дешевле. Пресс. Во. Вот кирпич. Вот кирпич.
Создать устройство по изготовлению кирпича его заставил не только пытливый ум, но и нужда. Когда 12 лет назад уроженец Казахстана переехал с семьей на историческую родину, жить ему было негде, а построить дом не на что. Тут и пригодились накопленные знания, трудолюбие и конструкторская смекалка. Произвожу кирпич сухого прессования. Сухое прессование – это очень выгодно, потому что его можно и зимой, и летом делать. Потому что мокрый способ зимой без тепла не сделаешь, потому что глина, она мерзнет. За смену, там, 8 часов, от 1000 до 1500 кирпич может делать. 2 человека есть. Один глину закидывает, другой тяпкой сгребает и ставит на тележку. В арсенале изобретателя есть и целый цех для переработки гречихи. Это, по словам Раса, не совсем его изобретение, а скорее глубокая доработка уже существующих технологий. В сутки этот скромный цех, представляющий собой комнату 5 на 8, может перерабатывать до тонны гречневой крупы. По словам конструктора, чудо-техника поможет наладить безотходное производство. 50% чистая крупа, выход. Это без гидротермической обработки, я сейчас называю цифры. 20% продел гречневый. Это тоже чуть дешевле, чем крупа. Тоже корм. И 10% гречневую муку я делаю. Это домохозяйки знают. Оладьи, блины можно, и кашу можно варить. Это ценный продукт. И выходит у меня где-то отходы 15%. Это можно использовать, брикеты делать. Это можно рыбий корм для мальков, допустим, если карп кто хочет выращивать. И для выводков цыплят. Это ценнейший корм. Дома у изобретателя хранятся чертежи, как уже реализованных, так и новых задумок. К примеру, следующее его детище – машина по производству свекольного сахара. У Раса еще очень много идей, а главная мечта – быть полезным республике. Мечтаю, чтобы в каждой семье человек приобрел себе этот станок. Если он 30 тысяч кирпич сделал в месяц, он себе дом может построить. Второй месяц он может братьям помочь, сестрам помочь. В этом году изобретениями инженера заинтересовались в Минсельхозе Ингушетии. Рас надеется, что его машины наконец заработают на полную мощь, и что совместными усилиями с государством им удастся внести свой вклад в развитие сельскохозяйственного сектора. Зарема Ивлоева, Зарема Бекова, Магомед Урусханов, Рамазан Миржоев. Новости 24. Ингушских бизнесменов командируют во Францию для изучения опыта использования цифровых технологий в АПК. Одним из важнейших аспектов цифровизации агропромышленного комплекса республики станет внедрение беспилотных авиационных и космических систем в сельском хозяйстве. Применение таких летательных аппаратов в АПК имеет огромный потенциал, и с каждым годом интерес в российских регионах к их использованию растет, считает глава Минэкономразвития региона. По словам Умалата Таршхоева, Ингушетия вполне может стать следующей за лидером по цифровизации агропромышленного комплекса и внедрению новейших технологий, добавленная стоимость от которых может превышать 80% от себестоимости производства. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.